Распоряжение Межмуниципального управления МВД России Якутска на территории города Якутска проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной патруль». Цель данного мероприятия является профилактика подростковой преступности, выявление несовершеннолетних, находящихся в общественных местах, ну и в других местах концентрации лиц несовершеннолетних без сопровождения родителей, законных представителей, то есть в ночное время суток. В рамках данной операции не только будут проводиться мероприятия по выявлению таких несовершеннолетних, но и будут проверяться несовершеннолетние, состоящие на учете органов внутренних дел, то есть за антиобщественное поведение, несовершеннолетние условно осужденные, ну и по другим категориям. Ну и кроме того, также будут проверяться у нас родители, неблагополучные родители. Ну, основная задача, конечно, это профилактика. Как я ранее уже упомянул, профилактика, преступления подростковой, правонарушений со стороны несовершеннолетних. Ну и кроме того, самая основная причина, совершения преступлений не только со стороны несовершеннолетних, но и со стороны взрослых людей, это, конечно, алкогольная преступность. То есть, кроме того, в рамках данной операции мы будем проводить мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи алкогольных, спиртосодержащих напитков несовершеннолетних, ну и совершеннолетним лицам. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в 4-м отделе полиции города Якутска, где проходит установка на операцию «Ночной патруль». Это профилактическая операция, которая нацелена в первую очередь на несовершеннолетних жителей города Якутска, чтобы провести такие профилактические беседы, возможно, выявить какие-то нарушения со стороны, может быть, родителей. Также будут объясняться права. С нами присутствует довольно-таки много различных служб. Это ПДН, наркология, ну и, естественно, сотрудники полиции. Рейд проводится уже 4-й раз. Это такое довольно частое мероприятие, и оно проходит по середине недели. Длится не так долго. Посмотрим, как это будет происходить. И вот мы едем в ночной клуб. Уважаемые инспекторы уехали вперед. Мы с сотрудниками наркологии нашей едем. Серафима Николаевна и Алена Георгиевна. Расскажите, пожалуйста, уважаемые сотрудники наркологии, вообще у нас какая тенденция по, скажем, алкотенденция? Вот во время пандемии, наверное, она выросла, или как это вообще происходило? Это по отношению к взрослым? Ну да, вообще, наверное. Ну, надо сказать, что вообще тенденция идет молодеть, скажем так, и в основном сейчас наряду с мужчинами алкоголь стали часто употреблять и женщины, в том числе и наше подрастающее поколение, это наши подростки. Говорить о том, что во время пандемии стали больше употреблять алкоголя, возможно, это и так, но если взять поступление в стационарное отделение, то в последние месяцы поток пациентов, которые поступают на лечение, он увеличился. Насколько примерно? Ну, в процентном соотношении конкретно сказать не могу, но поступает в равном соотношении, что мужчины, что женщины. Говоря о подростках, то это, конечно, единичные случаи. Такого у нас еще не было. Про комендантскую ты знаешь? Нет. А? Просто 11 должны находиться. 6-летние лица. Комендантский час пока не нарушен, то мы живем домой. Хорошо? Сейчас уже проводятся личные покупки. Хорошо? Если выезд, то на дело оставляем. Смотрите, вот нельзя. Штраф будет. Не надо. Все,
находимся на улице Редзинского, рядом с одним новым клубом, который переехал сюда недавно. Мы приехали чуть раньше, чем нужно. На самом деле в городе Якутске работает комендантский час, кто не знал. Несовершеннолетним нельзя появляться на улице без сопровождения опекунов или взрослых, или родителей после 11 часов. Был обнаружен подросток, который тоже шел в какое-то место. Ему сказали: лучше иди домой. Провели профилактическую беседу. Он, оказывается, вообще не имел ни малейшего представления, что в Якутске есть комендантский час. Вот. Если ребенок будет обнаружен, естественно, будут осведомлены родители, и им грозит административный штраф. Он не такой большой, он 500 рублей, но все-таки административное дело, оно в любом случае будет занесено в картотеке, и впоследствии это может отразиться каким-то образом, может там на работе, там что-нибудь такое. То есть это довольно-таки неприятная процедура. Серафима Николаевна, расскажите, вот если в наркологию попадет несовершеннолетний, что будет вообще для него? Ну, во-первых, конечно, такого несовершеннолетнего вместе с родителями и законными представителями приглашает на прием. Это обязательная процедура. И врач-психиатр, нарколог детско-подростковой службы проводит с ними профилактическую беседу. Обязательно ребенка исследуется моча на содержание каких-либо психоактивных веществ или алкоголя. И если это будет по 120-му федеральному закону, то ребенок ставится на профилактический учет. Часто такие случаи бывают? Регулярно, можно сказать. Это раз в месяц, раз в неделю как? Наверное, раз в месяц или как-то. Я конкретно, конечно, вот это сейчас сказать не могу. Как у вас с безопасностью, как следите за несовершеннолетними? На входе у нас есть специальный контролер, который проверяет паспорта абсолютно у всех гостей. То есть без паспорта и так далее зайти практически невозможно. Сколько примерно длится реабилитация человека? Вот он пришел, чувствует, что у него проблемы с алкоголем, приходит к вам, и сколько длится реабилитация? Что для этого нужно? Какие-то деньги заплатить? Что? Вся эта процедура у нас проходит в 3 этапа. Первый этап – это снятие дезинтоксикации, второй этап – это сенсибилизирующее лечение, и третий конечный этап – это реабилитационные мероприятия. Процесс, конечно, надо сказать, длительный. И главное для этого, для пациентов, должна своя мотивация. Они должны сами понимать, что без их участия трезвости, возможно, может и не быть. Вообще услуга бесплатная, но, конечно, надо сказать, что если человек поступает к нам на лечение, он в последующем, мы его можем поставить на диспансерное наблюдение на 3 года. Но нельзя забывать о том, что есть и анонимное лечение, когда человек может оплачивать, и тогда в базу данных не входит. Реабилитация таких пациентов у нас длится от 1 месяца до 6 месяцев. Это в поселке Кангалас. Мы вернулись с захода, или как это можно назвать. На озере Талая была обнаружена группа молодых ребят по 17 лет. Приехали поступать, есть подозрение на алкогольное опьянение.
Также другим отрядом нашли гуляющую парочку, вызвали старшую сестру, она приедет, заберет ребят. Для тех, кто находится в алкогольном опьянении, для подростков, это, конечно, довольно-таки серьезно. Почему? Потому что документы уходят там по всем инстанциям, вплоть до Министерства образования, и там будет разбирательство, в общем. Ну вот, тут молодые ребята, от 15, да, получается, у девочек лет, и наши парни по 17. Скажите, какие выводы вам пришли в голову после нашего сегодняшнего патруля? Но надо сказать, что вот такие мероприятия, как ночной рейд, надо, наверное, проводить систематически, потому что практика показывает, что многие несовершеннолетние наши подростки, оказывается, после 23 часов находятся в общественных местах. И, возможно, даже, что некоторые родители об этом не знают. Поэтому хотелось бы, чтобы родители больше уделяли внимание своим детям, чтобы они знали, где они находятся, и держали всегда связь. А то бывает так, что ребенок звонит по телефону, а телефоны недоступны. Надо сделать так, чтобы такого больше не повторялось.